Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за вашу поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты и за то, что выбираете быть со мной. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую вот прям очень интересную, животрепещущую тему. Давайте узнаем, кто именно сейчас ищет путь к вашему сердцу. Что это за мужчина, вообще что ему нужно и что он из себя представляет. Если интересно, присоединяйтесь, ни о ком не думайте, загадайте на себя. Задайте вопрос от своего имени. Так и спросите, кто именно сейчас, вот прямо сейчас, ищет путь к моему сердечку. Да? Кто он такой, что ему нужно. Подробности, да? Вот расскажи, песок, покажи. Ну и давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас нас скрыто, то, что мы желаем услышать и узнать. Ух ты, лев! Здесь лев вышел. Не мужчина, а лев, царь зверей. Ну надо же. Какой шикарный, грива у него такая шикарная. То есть мужчина, скорее всего, за волосиками следит, ну, либо у него прям такая копна волос на голове. Но начать я хочу не с мужчины, а именно с вас. Вас вот хочу разобрать. Вас звездой показывают. С одной стороны, звезда говорит о том, что вы редкая красавица, очень талантливая, умная. И такая, знаете, завораживающая. Вот посмотришь на вас, и прям мурашки от вас бегут. Вот глаза у вас какие-то необычные. Вот как будто бы заглянешь к вам в глаза, и там целый мир, целая вселенная, космос в ваших глазах. Также звезда может говорить о том, что вы сейчас чувствуете себя очень одинокой. То есть любви не хватает. Понимаете, родного, близкого человека не хватает, нежности не хватает. И хочется любить, и, скорее всего, некого. Либо вроде как и есть кого, но вот этих людей прям совсем не хочется любить. Может быть, даже вас обидели, а вы до сих пор еще эту обиду в себе переживаете. Ну и также звезда намекает нам на то, что вы уникальный человек, в своей степени, да, в мере уникальный человек. Звездами обычно показывают либо невероятно талантливых людей, либо людей с очень серьезными задатками, экстрасенса, либо эзотерика. Вот об этом нам говорят, поэтому я с вас и стала начинать. Девочки, ладно, кем бы вы ни были, вы просто вот первостатейная красавица. Вот поверьте мне, абы кого звездой не покажут. Вот серьезно вам говорю. Не важно, сколько вам лет, не важно, как вы выглядите. Важно, какую энергетику вы транслируете. Опять же, ну разве вы можете дать себе оценку со стороны? Вот как видят вас другие. Даже в зеркале мы себя не совсем корректно, точно видим. Вот поэтому доверьтесь песку, доверьтесь Вселенной, вас показывают звездой. Значит, вы по рождению звезда. Родились вы звездой и звездой всю жизнь проживете. Очень яркой, очень манкой, но вполне себе такой, знаете, отстраненной. Да. Вас, кстати, влечет всякое необычное, интересное, уникальное. Опять же, тайные знания вас привлекают. Вы прям слышите, как они вам откликаются. Опять же, какой-то есть талант. Да, возможно, вы очень красиво поете, да, голос какой-то необычный. Возможно, вы музицируете, да, у вас уникальный слух, да, идеальный слух. Вы, может, на каком-то музыкальном инструменте играете. Возможно, вы видите цвета, вы умеете их подбирать, вы умеете комбинировать, вы можете, там, не знаю, красивую картину написать. Вот такая вот, да, необычная, уникальный человек. Вот я очень рада и благодарна судьбе, что именно на мою отсыпочку пришли вот настоящие звезды. Это, знаете, это прям для меня честь. Честь, что вы ко мне пришли. Что именно через меня доносят информацию для звезд. Так, спасибо вам огромное за то, что вы со мной. Дальше. По поводу вас еще показывают момент вашего прошлого, где вам было максимально больно.
вам какой-то мужчина сделал очень больно. Знаете, как сердце разбил, как предал вас, предал вашей любви, предал в ваших ожиданиях. Человек, который... Я так вам скажу. Почему показали? Потому что вы должны знать, что этот человек расплачивается. Вот именно сейчас, в сегодняшний день, этот человек расплачивается. Расплачивается за ту боль, за ту обиду, которую вам причинил. Понятно, что все разные мужчины, которые вам боль причиняли, каждый расплачивается по-своему. Но платит. Вот платит и будет еще платить. Болезненно будет платить. Ничего же с этим не поделать. Даже если он раскаялся, даже если он там пытается искупить, все равно расплата никуда не девается. Возможно, вам нужно было это узнать, возможно, вам нужно это услышать, чтобы вам прям полегче стало. Так, еще здесь показано, что вы о каком-то деле думаете. Дело в голове. Может быть, это собственное дело, может быть, это какая-то ваша жизненная задача, а может быть, какое-то важное поручение, да, либо проблема, которую вы хотите решить. Вы об этом думаете, думаете много. Вам здесь как будто бы свыше говорят, что не переживай, все будет хорошо. Вот, все получится, все будет сделано, все будет максимально результативно. Но вы такая, вы по-другому не можете, у вас всегда так. Разве что, если кто-то вмешается, перепакостит вам все, тогда только не получится. А так у вас все получится. Так, ну теперь давайте займемся мужчиной, этим львом. Слушайте, может быть, он по знаку зодиака у вас лев, да, может быть, у него такой характер, темперамент, вот прям царь зверей, уверенный в себе, такой, знаете, сильный, мощный мужчина, но немножечко ленивый. Да. Ну, тут не только потому, что он лев, потому что здесь такие знаки, которые на это указывают. Мужчина, который привык, знаете, жить по такому принципу. Вот так пальчиком поманил, и ему все вот на блюдечке с голубой каемочкой. Мужчина, который в жизни все очень легко получал. Кстати, вот еще один знак, что мужчина очень удачливый, везучий, такой, знаете, любимчик судьбы, фортуна прям его всего зацеловала. Все ему давалось легко, без труда. Ну, а там, где нужно было трудиться, он просто вот так скипал и игнорировал. Такой типа, ну, не дается, значит, не мое. Да? Буду ли я тут напрягаться? Зачем мне это все? Он лучше что-то другое себе найду, чем-то другим себя займу. Мужчина красавчик, бесспорно красавчик. У него мощные такие черты лица, такие, знаете, вот прям мужицкие, мускулинные, волевой подбородок, линия скул прям такая вычерченная, такое тяжелое лицо в плане вот прям все на нем, да, все при нем. Мужчина, от которого действительно мурахи бегают. Мужчина, который любую зажжет, понимаете? Вот он посмотрит, и женщины уже все. Сознание теряют от него, кто-то и кипятком писаться начинает. Понимаете, вот такой мужчина. Харизма прям прет со всех сторон прет. Вот если бы не был он таким ленивым, то он бы был очень, я не знаю, известный, популярный человек. Там, знаете, селебрити, да, может быть, куда-нибудь там шоу-бизнес, актер, может быть, политика тоже, да, либо какой-нибудь крутой бизнес. Он мог бы это сделать. Просто вот мог. С его харизмой, с его подачей, с его вот этой удачей, да, везением он бы мог. Но ленивый. Вот леность, она его портит. Не любит лишних телодвижений, не любит напрягаться, любит жить, вот знаете, налегке. Вот мне легко, мне хорошо, все, напрягаться не мое, не буду. Мужчина, который крутит, вертит с женщинами. То есть у него там прям такой, я не знаю, гаремчик, наверное, можно собрать. Много женщин было. Много есть. И женщины от него вот действительно без ума. А он такой, знаете, вот уже присытился легкодоступными женщинами. И я не говорю про женщин с низкой социальной ответственностью, я говорю о тех женщинах, которые вот прям клюют на его харизму и прям как спелые яблочки падают к нему в руки. Он такой присытился, такой, типа, неинтересно, уже надоело, что там пальцами щелкнул, и любая моя, да, как там прям совсем охотник во мне тут затухает, а я ведь мужик, я ведь охотник, мне охотиться надо. И тут его взор пал на вас. Вот, на звезду, на прекрасную звезду. Опять же, звезда, она холодная. То есть вы женщина, которая к мужчинам очень холодно относится. Либо транслирует энергию отстраненности и холодка такого. То есть мужчинки перед вами на самом деле робеют. К вам просто так не подойдешь. Да?
тут надо смелости набраться, может быть, там стопарик принять для храбрости, а может, нужно каким-то другим хитрым путем к вам подходить. Просто так не подойдешь. Вот, и он вас увидел, такой, блин, интересная, красивая. И взгляд, вот этот холодный взгляд, в котором целый космос, он, конечно, его очень привлек. Привлек, прям завлек. Мужчина такой, боже, что за девушка, да, что за создание. Этот мужчина, вы с ним как-то пару раз то ли сталкивались, может быть, даже в одной компании отдыхали, может быть, в соседней компании вы с друг другом отдыхали. Может быть, этот мужчина, не знаю, там, клиент, либо заказчик, либо кто-то, там, контрагент, да, заходил к вам в фирму. Может быть, этот мужчина, он занимает какую-то должность, да, и вы в это учреждение, либо в эту организацию обращались. Но вот где-то он вас пару раз видел и прям очень заинтересовался вами. И знаете, что интересно? Что интересно? Вот я же говорю, он очень удачливый. Вот когда вы ему понравились, ему как-то очень быстро пришла информация о вас. То есть кто вы, что вы, с кем вы, да, вот как вас зовут, например. Вот ему на это везет, он многое о вас знает. Вот вы о нем ничего не знаете. Ну, кроме того, что вам песок показал. А он о вас знает практически все. Даже, возможно, знает ваш любимый цвет, либо какие цветы вам нравятся, какая музыка вам нравится. То есть многое знает. Прям уже так досье нарыл на вас. Подготовился мужчина. Вот. Что-то его тронуло относительно вас. Может быть, вот эта история, которую нам показали, где вам было очень больно. И вот он об этом думает и такой, блин, вот она не сломалась, она как бы не опустилась, она не поставила на себе крест, да, что-то его очень восхитило о вас. Какая-то история, да, жизни, отношений, карьеры, не знаю, что-то есть такое уникальное, что его действительно тронуло. Вот. Но опять же, девочки, вы же не женщина, вы вызов, вы челлендж, да? Вы настолько холодная, настолько вы не подпускаете к себе мужиков, что он прям очень на вас возбудился. Вот как раз-таки вот этот дух охотника в нем вы очень здоровски пробудили. Прям, знаете, будильником пробудили. И он такой, как интересно, какая женщина интересная, какие отношения могут быть с такой женщиной. И вот знаете, еще такой момент, он смотрит на вас, да, действительно, как на звезду. Он считает, что вы очень холодная, что вы, ну, может быть, обидно прозвучит, но это его субъективное мнение. Это не мнение высших сил, либо не мое мнение. Это его субъективное мнение. Ему кажется, что вы не страстная, что у вас нет огня, да, вот искры, огня нет, что вы лишены страсти, вот как-то так. Ну, потому что вы так себя ведете. И он такой, блин, точно, она, наверное, ну, как бы избегает, да, либо в постели может быть неактивная, либо у нее опыта мало в этом плане. То есть, да, вот он такой, надо проверить, вот это интересно, вот это меня занимает, вот это я хочу знать, наверняка хочу знать. На сегодняшний день его цели, возможно, вам это не понравится, но я скажу, цель вас добиться, цель вас соблазнить. Это вот единственная цель, да, которая его ведет, которая толкает его на то, чтобы он искал путь к вашему сердцу. То есть холодную женщину, как неприступную ледяную крепость, согреть, добиться, сделать своей, покорить, да, пробудили в нем охотника. Но все, конечно, выглядит не очень, но есть большое но. Здесь молнии показаны, а молнии — это всегда знаки судьбы. То есть, возможно, вот как я это вижу, что судьба вот такому вот ловкому мужичку, который не знает себе равных, вот такую действительно головоломку придумала для того, чтобы его, возможно, проучить, перевоспитать, ну, либо раскрыть до конца. Да, вот ему дали вас, дали увидеть вас, позволили вас заинтересоваться, вернее, вами заинтересоваться, для того, чтобы он, руководствуясь вот этими низменными инстинктами, желанием побеждать, соблазнять, добиваться, да, удовлетворять своего внутреннего охотника, чтобы он себя менял, чтобы он влюблялся. Других женщин он не любил. Они все легко ему доставались. Ему не нужно было напрягаться. Ну, это неинтересно. Да? Вот есть домашние коты, которые могут там охотиться на мышей.
То есть, казалось бы, да, домашний кот, залюбленный, зацелованный, там самая лучшая еда, там витаминные комплексы, там мясо какое хочешь. И тут он, значит, хочет охотиться на мышей. То есть мыши, они грязные, они невкусные, они быстро бегают, они укусить могут. А он такой: нет, я охотник, я хочу. Вот, инстинкт. Мне показано, что этот мужчина, он на самом деле многого о себе не знает. И вот то, что у него этот внешний лоск, на самом деле это все не настоящее, это как за уши притянуто. То есть, по сути, у него душа хорошего человека, но он просто еще не раскрылся, либо он еще о себе этого не знает. И, возможно, когда он начнет вас добиваться, вот искать путь к вашему сердцу, он начнет влюбляться, он откроет в себе, что он может любить, да? Что он может полюбить, что он полюбит, что он встретит свою любовь, да? Что он счастливым сможет стать. Потому что на сегодняшний день у него есть все, но он несчастлив. Ну, потому что это все ему приелось. И, ну, опять же, без чувств оно как бы не прилипает. А вы у меня идете женщиной, которая вот действительно как вот одинокая, в одиночестве перебывает. Да, вы сильная, да, вы мощная, но как бы нет родного человека рядом. Нет тепла, опять же таки, да, может быть, поэтому и, опять же, звездой вас показали. Смотрите, вот здесь показана борьба. Борьба, когда он будет к вам пробираться, протаптывать дорожку к вашему сердцу, вы будете его отталкивать. То есть у вас еще впереди как бороться будете вы с друг другом. То есть он такой: я хочу, ты мне нужна. Вы такая: да пошел ты, да, он иди к своему гарему. Вот какие-то такие отношения очень горячие вас ждут. Отбиваться. Он наступает, вы отбиваетесь. Еще больше пробуждая в нем инстинкт охотника. Вот сейчас, именно в моменте, когда вы смотрите эту отсыпку, этот мужчина как будто бы готовится, настраивается, думает, пытается придумать, да, как вам подкатить, да, с чего начать, с какой стороны подойти. Он пытается вас анализировать, опять же, опирается на ту информацию, которую он нарыл. Он такой: ну типа, ну как я это буду делать? Там, подстерегу ее, либо, может быть, как-нибудь по-другому подкачу, да, вот такие мысли у него. Но наступление с его стороны будет, а вы будете отбиваться. Хотя, с другой стороны, вам тоже будет приятно. Вы скажете: какой наглый мужик, сейчас я тебя осажу, да, сейчас тебе покажу, где раки зимуют. То есть тут борьба как двух интеллектов в ней идет, да, кто кого. Интересные отношения у вас с этим мужчиной, очень интересные. Что ему очень сложно будет с вами, и как орешек не по зубам, да, либо придется зубы обломать, чтобы орешек расколоть. Да, тут судьба, конечно, крутит, вертит, людей меняет. И вам развлечение, чтобы вы не чувствовали себя такой одинокой, и мужчине перевоспитание. Вот как-то так не идет, потому что молния и с его стороны, и с вашей стороны. Да, может быть, действительно этот мужчина сможет вас немножко растормошить, немножечко как перенастроить вас, вывести на новый уровень эмоций. Ну и вы тоже сможете этого мужчину перевоспитать. Здесь явно замысел судьбы, и все это не случайно. Вот как хотите, это все не случайно. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.